Ну, я думаю, сегодня вот после вот этого циркового шоу, иначе назвать не могу, о прозрачности говорить не приходится. Во-первых, для меня всегда беспокоила техническая безопасность сопровождения вот выборов. Она оказалась на нуле. Из почти 3000 участков имеется около 5000 АСУ. Сейчас просто сразу не могу сказать сколько, да. Вот сейчас 2430 участков это основных, и, по-моему, 45 или 50 участков, это, которые за рубежом. И на каждом участке имеется 2 аппарата АСУ. Сегодня на многих участках вылетали эти аппараты АСУ и практически пользовались опять прозрачными урнами. И почему? Потому что срок годности этих аппаратов всего у нас 2000 аппаратов, у которых есть сертификат соответствия, это корейские аппараты, но у них срок годности истек в 2019 году. То есть ими сегодня проводить выборы никто не имел права. Это уже показывает недействительность выборов. Второе, вы видели, 500 тысяч, там не хватило, там 10-15 справок, но форма номер 2, это не что иное, как узаконенный подкуп населения, то есть официально закреплен. Многие, которые приезжали, я на нескольких участках встречалась с теми людьми, которых подвозили, они говорят, иди, обещал, как они узнают. Я говорю, никто не узнает. Они говорят, нет, нам сказали, что момент нашего захода, когда мы входим, все это фиксируется на компьютере, когда мы проходим биометрию до секунды, до минуты, и когда упал бюллетень. Значит, по ним определят, мы получали деньги или не получали. Вот до чего доходило вот извращение вот этой формы номер 2. Вот, например, на моем участке я же 1052. Количество приезжих рядом в этом же районе увеличилось почти на 10%, чем основное население. Почти 3000 человек приехало, кажется, к нам вот в небольшой район голосовать, но мы никого не видели. Я, например, обошла ряд соседей, ни у кого в гостях никого не было, никто не приезжал, не уезжал. Вот такая картина. Да, я видела, что привозили с соседних районов, например, на ряде участков я видела, как подвозили с Сокулука, с Беловодска, с Петровки, с Буденовки, даже с Чалдовара подвозили людей. Подвоз почти все, по-моему, наблюдатели это отметили. И то, что по форме 2 в законе, в Конституции нету, в Конституционном законе нет, а каким-то внутриведомственным документом укрепляет форму 2, то есть официально дают право людей обманывать, и люди это все понимают. И не только понимают, они оказываются под таким преследованием, по которому необходимо возбуждать уголовное дело. И поэтому я считаю, что выборы, даже исходя из формы 2, мы можем считать недействительными. Не может при миграции 45 тысяч человек в год, с учетом всех выборных процессов, не может быть, чтобы за 2 дня мигрировало 500 000 людей. Это огромные ресурсы. Вот. Поэтому посмотрите, какие ресурсы выкидывались. Если даже до 1,5–3 миллиардов сомов в целом подвоз-развоз этих людей обошелся в теневую сумму, да, подвоз людей. Значит, играла вот эта сумма, которую практически не пропустили через счета, а использовали незаконно в качестве узаконенного подкупа. И самое страшное, наш сервер оставлялся без внимания. Вчера на сервере технические работники, 2 технических работника с посторонними людьми работали. Потом не дали объяснений, побежали в ЦИК. Мы когда пришли в ЦИК, в ЦИКе не работали турникеты. Турникет ЦИК – это стратегический объект. И каждый входящий и уходящий должен специально проходить через карточку и вести учет приходящих и уходящих. И что вывозили вот последнюю неделю, кто куда что отправлял. Пачки бумаг выносят, неизвестные люди заходят, никто не проходил турникет. Сегодня я специально, по-моему, только я прошла турникет, даже журналисты без турникета заходили. На стратегическом объекте таких действий не должно быть. И это показатель того, что шел торг, открытый торг по голосам и так далее. И, конечно, ряд партий, они просто материально не смогли бы быть состязательными в этих вопросах. И позавчера, я думаю, это работниками ЦИКа выброс был сделан таблицы, в котором эта таблица как бы соответствует вот той таблице, которую показывают сегодня.
Поэтому кто-то преднамеренно это выкинул, чтобы мы эту таблицу распространили. Я распространила по WhatsApp, и практически сравнительный анализ показывает, что работники, тот из порядочных работников ЦИКа направили, чтобы мы заранее оповестили население, каков будет результат. И вы знаете, состав, который вот пришел из этих 3 партий, он тоже пугает. Он пугает своим профессионализмом и тем, какой будет второй чимкирикс, это будет, по-моему, потяжелее, чем первое.